Этот труд был написан в 1755 году. Через 7 лет он был напечатан в 12 номерах ежемесячного журнала «Сочинения и переводы Миллера». За десятилетие стал библиографической редкостью. Его могли напечатать в 1871 году, но сначала не было средств, потом были проблемы с печатью рукописных карт, затем ждали написания обещанного предисловия, и лишь в 1887 году, спустя 30 лет, топография Оренбургской губернии увидела свет в виде единой книги. Павел Иванович Рычков, чиновник, географ, краевед, первый член-корреспондент Российской академии наук. В историографии даже российской принято считать Петра Ивановича Рычкова именно первым исследователем нашего края, сейчас Оренбургской губернии, и в частности именно истории Башкир. Советский Башкортостан включал очень огромную территорию, куда включается помимо современного Башкортостана и территории Татарстана западного, кроме того, Свердловской области, Челябинской, Оренбургской области. То есть это такая огромная территория, он не описывал, потому что ставка, скажем так, столица, которая находилась в новоиспеченном городе Оренбурге, которая была основана примерно во время башкирских восстаний 30-40-х годов. То есть он там уже находился, был чиновником в этой канцелярии Оренбургской. И то есть он был свидетелем тех событий, поэтому воочию это описывал. Вот топография Оренбургской губернии, она состоит из 2 частей. Общее количество страниц 405 страниц, то есть если переведем на наши на современные издания, это довольно-таки огромный труд. Но тянет на целую докторскую диссертацию. Это самая ранняя по времени выхода книга о нашем крае. По многим вопросам истории, географии и природы Урала труд Рычкова остается уникальным, а подчас и единственным источником информации. На Южном Урале Петр Иванович прожил большую часть своей жизни, попал сюда 22-летним мужчиной в составе геодезической экспедиции. Описанию внутреннего и пограничного состояния Оренбургской губернии и посвящена данная книга. Слово «топография» тут подразумевает не только рельеф, но и описание других элементов природы – рек, озер, климата, животного мира, а также сведения о населении, хозяйстве, торговле, городах. Труд по охвату проблем воистину энциклопедический. К сожалению, он же и библиографическая редкость. Есть переиздания, но оригиналов сохранилось очень мало. В частности, в нашей библиотеке он представлен лишь фотокопией, сделанной еще в 90-х годах 20 века, что ничуть не умаляет его достоинств.